День, компания Прогресс Авто. Приветствуем вас на обзоре мини-трактора Yanmar AF24. Не совсем он, конечно, уже мини, как я часто это говорю, про трактора, которые в районе от 25 сил хотя бы начинаются. Здесь уже размеры достаточно крупные, я думаю, видно. То есть крыло в районе 1,5 метров высотой, широкий, большой трактор. Собственно, АФ-ка. Посмотрите, что редко янмаровский аккумулятор оригинальный пришел. Очень симпатичный тракторец в родной краске. Естественно, состояние этой краски, я думаю, видно. Передние шины, как и обычно, в целом по остатку хорошие. Есть небольшие совсем начинающиеся рассыхания, непонятно откуда. Такая речка рулевая. Естественно, гидроусилитель руля здесь функционирует, все отлично. Задние шины вообще без нареканий, остатки хорошие на обеих. И замечаний каких-то сделать не получится. Трехточное навесное устройство. Фреза с быстросъемом у нас здесь, естественно, с гидрорегулировками. То есть здесь все по максимуму, все, что можно придумать. Фреза РСБ 1,50 м, видим. Есть на ней дополнительная опциональная крышечка гидравлическая, соответственно, можно это дело опускать, поднимать с кнопки. Ножи, посмотрите, состояние вполне себе отличное. То есть здесь у нас, конечно, могли бы они быть почище или покрашены, но тем не менее остаток очень хороший, там процентов, наверное, 70-80 точно есть. Фонари, весь пластик, все целое. Здесь же у нас рама под козырек. Также она на месте, что не может не радовать. Задняя шина правая. Также остаток, посмотрите. Протектор практически весь цел. По передней правой ситуация аналогична с левой стороной. Красочка. В общем, все здесь четко. По кабине давайте смотреть. Все управление фрезой расположено под правой рукой водителя или оператора. Все можно настроить, как вам удобно. Все будет функционировать. Коробочка переключения передач. Это механика в любом случае. 4 передачи у нее вперед, 4 передачи назад. Можно включить благодаря реверсу. Сейчас мы до него дойдем. И вот такое количество пониженных повышенных рядов. Соответственно, здесь у нас 4 ряда пониженных повышенных. И также по коробке реверс. Соответственно, можно все передачи включать как вперед, так и назад. По валу отбора мощности здесь у нас рычаг под левой ногой водителя. 4 передачи вперед, 1 назад. Удобно, можно использовать. Также из интересного регулируется у нас колонка рулевая. То есть можно ее поднять, опустить, как вам удобно. Что, естественно, позволяет подстроить место водителя под себя покомфортнее. Наработка 672 моточаса. Я думаю, здесь по общему состоянию трактора видно, что наработка совсем мизерная, потому что, смотрите, даже приборная панель просто как новая. Здесь очень приятно за этим трактором сидеть. Послушайте, как работает, кстати, работает очень четенько, обороты низкие, холостые, то есть все прям, никакой лишней дерганости, вообще ничего нет. И очень удивительно, что данный трактор, естественно, очень мягко передвигается. То есть 24-ка уже на хороших шинах, больших, и прям очень и очень комфортно в нем. Собственно, давайте потихонечку небольшой тест-драйв, так сказать, устраивать ему. Ой-ой-ой. Затянул случайно ручничок. И из-за этого у нас тут возникли небольшие вопросы, так сказать, по развороту. Ручной тормоз активируется вот здесь. Соответственно, если его затягиваем, то педаль останется в положении непосредственно зафиксированного ручника. Тракторцу из-за этого будет достаточно сложно
передвигаться. Вот такой янмарчик, повторюсь, очень мягко едет, управлять им комфортно. Хорошая фреза, хорошая мощность, хороший собственный вес позволит вам выполнять вообще абсолютно любые задачи по уже не совсем маленьким огородам, но тем не менее на любом фермерском хозяйстве будет данный трактор отличным помощником. Янмар F24. Всего доброго.